Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Уважаемые сельчане, уважаемые, многоуважаемые гости нашего села, я бы хотел ознакомить всех, кто нас слушает, с тем, для чего мы сегодня собрались в селении Баматют возле администрации нашего села. Мы, жители Баматюта, коренные жители Баматюта, этих земель, хотели бы, чтобы была восстановлена справедливость, чтобы не был бы нарушен шариат Аллаха, так как мы все знаем, что мы, все жители этого села, уже несколько столетий проживаем на этой земле. Сегодня мы бы хотели призвать руководство нашей республики к разуму, не довести дело до межнациональной розни, потому что отдать собственность одного народа другому, это и есть рознь. Фитна получится из этого. Мы бы не хотели, чтобы было между нами, между нашими братскими народами, которые живут с нами по соседству, была фитна с ними. Мы призываем, чтобы не делали эту фитну. Мы призываем, чтобы оставили наши земли в наших владениях. Нельзя отдавать чужое имущество другим людям. Это собственность этого народа. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит в своем изречении, в своем хадисе, что если человек сделает для себя собственностью чужую землю, хотя бы 5 этой земли, эта земля будет на его шее в судный день. И эту землю он будет таскать в судный день. Смогут ли те люди, которые хотят присвоить себе наши земли, таскать эту ношу? Конечно, ответ очевиден. Мы хотим уберечь наших соседей, чечалинцев, от этого греха, от этого большого греха, за который судьи они не смогут ответить. Сегодня к нам приехали наши братья, им тоже барак Аллах, которые хотят поддержать справедливость, которые хотят за справедливость, которые не хотят раздор между нациями, между соседними селами. Мы тоже официально заявляем, что не хотим раздора между нашими селами. Но последствия могут быть наихудшими. Поэтому мы остерегаем наше руководство от этого последствий. Не дай Аллах, чтобы между нашими селами или нациями, тем более, был какой-нибудь конфликт. Не дай Аллах. Мы просим уберечь наши села от этого конфликта. Салам алейкум.